И уже через несколько дней начались массовые издевательства и пытки. Непосредственно то, что происходило со мной, я просто рассказываю, что делалось со мной. Когда выводили камеру на так называемый обыск, ставили людей на растяжку, то есть возле стены подсекали ноги максимально так, что фактически все сидели на шпагате, после чего ужасно болели связки на ногах. Происходило, нас ставили голыми в холодном помещении, мы стояли по 40 и более минут. Кроме этого, начиная с 10 числа, после того, как меня привезли из Володарки, куда меня специально возили для того, чтобы еще более испугать. Утром 10 числа меня выволокли из камеры люди в камуфляже и в темных масках. Нацепили мне наручники, спустили меня вниз по винтовой лестнице, при этом лицом своим я упирался фактически в землю, где мне начали выкручивать руки, поднимать максимально руки вверх, при этом требовали, чтобы я пообещал, что буду исполнять все требования сотрудников Комитета госбезопасности. Такое проходило систематически. Это далеко не единичная ситуация. Когда меня выволакивали из камеры, чтобы проводить такие действия, сотрудников следственного изолятора на коридорах не было, хотя по всем правилам они должны были быть на коридорах. Я не буду описывать здесь меньшее издевательство, как, например, то, что красили полы ацетонной краской, после чего заставляли находиться в этом помещении. Также издевались над теми другими людьми, с которыми я находился. По отрывкам фраз на коридорах я слышал, что то же самое происходит с людьми из других камер. Практически с первых дней меня начали тягать на так называемое следственное действие, которые проводились без адвоката, без нарушения всех норм процессуального законодательства. По результатам этого давления мне был предложен единственный вариант, при котором я могу освободиться и выйти под подписку о невыезде. Этим вариантом было подписание договора о сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности, а именно того, что я должен был стать агентом КГБ. Не под воздействием пыток, а для того, чтобы заявить про все те преступления, которые там творятся, про все те пытки. Я пошел на этот шаг. Я подписал документ о том, что становлюсь тайным сотрудником Комитета государственной безопасности. Но я хочу сказать, я никогда не был и не буду агентом КГБ. Прошу воспринимать мое сегодняшнее заявление как публичный отказ от сотрудничества и как прошу считать ту бумагу недействительной и не имеющей никакой силы. Я сегодня подаю заявление в прокуратуру, где выкладываю намного больше фактов, где выкладываю те факты, которые в том числе могут быть потрактованы как разглашение так называемой тайны следствия. Кроме этого, я собираюсь сегодня же подать документ уполномоченному по пыткам Организации Объединенных Наций. Я уверен, что все, что делается в Комитете государственной безопасности, направлено на то, в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности, направлено на то, чтобы сломать физически и морально тех людей, которые там находятся. Именно для этого к нам не допускают адвокатов. Я особенно беспокоюсь за тех людей, которые не видели своих адвокатов с конца предыдущего года. Уверен, что это делается для того, так же как и давление на адвокатуру, делается именно для того, чтобы адвокаты, когда они будут видеть или когда они видят, что над нами происходят все те пытки, которые делаются в следственном изоляторе, чтобы они молчали и чтобы эта правда не могла выйти на поверхность.
Я как гражданин должен сделать все возможное, я сделаю все возможное, чтобы эти пытки прекратились и чтобы концентрационный лагерь в центре Минска перестал существовать. Спасибо, если есть вопросы, с удовольствием отвечу индивидуально.